1 января 1956 года легендарный певец и кумир миллионов записал в Нэшвилле, штат Теннесси, песню под названием «Heartbreak Hotel» — «Отель разбитых сердец». Звали его Элвис Пресли. Первый хит Элвиса сразу же вознес его на вершину музыкального Олимпа. На написание песни Элвиса вдохновила история юноши, который рано ушел из жизни, со словами «Я иду по улице одиночества». Эта песня стала знаковой для целого поколения. С нее начался абсолютно новый этап развития музыки. В этот день произошло еще одно событие, хотя на тот момент было трудно себе представить, что это событие также будет иметь колоссальное значение и изменит к лучшему жизни тысячи людей. Трудно было предугадать и безвременный уход из жизни, уготованный судьбой. 1 января 1956 года в Ла-Миранда, предместье к югу от Лос-Анджелеса, родился Марк Хьюз. В жизни Марка не было ничего необычного. Марк рос в обычной семье с матерью Джоан Хьюз и воспитывался ей вместе со Стюартом Хартманом. Его воспитывали так же, как и многих из нас. Веди себя прилично, будь прилежным, не клади локти на стол. Делай правильный выбор. Этот худенький парнишка с привлекательной внешностью был дружелюбен и общителен, и всегда заботился о младших братьях. Марк был самым тихим из троих братьев. Он унаследовал красоту матери и настойчивость в достижении цели, свойственную Стюарту. Джоан и Стюарт переехали с семьей в Камарильо, как поступали многие семьи в то время, чтобы дети росли в спокойной обстановке, чтобы обеспечить им достойное будущее. Однако, как и многие другие семьи, их семья не стала образцовой, и брак распался. Детство Марка мало чем отличалось от детства других подростков. Школа, поездки на острова Чаннел, велосипедные прогулки, рыбалка. Все изменилось после развода родителей, когда Джоан в бесплодной погоне за ускользающей молодостью начала пробовать одну диету за другой. Для Марка настали трудные времена. Когда Марку было всего 13 лет, Джоан заболела, и в 1969 году семья была вынуждена вернуться в Ла-Миранда. Они вернулись в дом родителей Джоан, где Лоренс и Хейзел Хьюз, бабушка и дедушка Марка, приняли их и заботились о них. Однако, несмотря на самую нежную заботу, случилась беда, которая потрясла Марка на всю жизнь. Джоан скончалась от передозировки снотворного и препаратов для похудения. Марку тогда было всего 19 лет. Именно тогда Марк решил, что необходимо сделать все возможное, чтобы то, что случилось с его матерью, не повторилось больше ни с кем в мире. В то время Марк занимался сбором средств для одной из молодежных организаций Калифорнии. И он осознал свое призвание. Он убедительно говорил, был обаятелен и харизматичен. Он даже сумел убедить губернатора Рональда Рейгана пожертвовать $500. Марк предчувствовал огромный успех. Его вдохновляла идея о том, что можно менять жизни людей к лучшему благодаря здоровому образу жизни. Ему нравилась идея финансовой независимости, и он хранил глубоко в сердце память о матери. Именно в этот момент Марк впервые столкнулся с миром прямых продаж, и в 1976 году Марк начал продавать продукцию под названием «Похудей сейчас» и быстро стал одним из ведущих дистрибьюторов. В 1979 году компания закрылась, и Марк начал продавать тренажеры и продукты для контроля веса компании Golden Youth, которая также работала по методу прямых продаж. После того, как Golden Youth тоже закрылись, Марк решил создать собственную компанию. Марк интересовался восточными учениями о травах и их комбинации с витаминами и минералами по западным технологиям. Он создал линию продуктов, на которую давал 100% гарантии удовлетворенности клиента. В противном случае клиент получал деньги назад. В 24 года Марк Рейнольдс Хьюз, взявший девичью фамилию матери, основал в США компанию Herbalife. Марк внес колоссальный вклад в историю прямых продаж. Из простой идеи родился великий бизнес. Я часто задумываюсь о том, что бы сказал Марк, если бы он увидел нас, если бы он увидел, как выросли наши организации.
Если бы он увидел, какой у нас процент удержания дистрибьюторов, если бы он попробовал новые продукты, увидел наши клубы, принял участие в поздравлении новых President's Team, с какой гордостью Марк бы смотрел на нас и радовался нашему успеху. Я уверен, что многие из вас чувствуют то же, что и я. Если бы не Марк, то всего этого могло бы и не быть. Нас вдохновляет его видение будущего. Он изменил каждого из нас. Он повлиял на нашу жизнь. Он верил в нас, несмотря на то, что иногда мы сами в себя не верили. Он знал, что в каждом из нас заложен талант. Какой бесценный дар мы получили. Мы получили необыкновенный, единственный в своем роде, уникальный дар. Когда я только начал задумываться о том, чтобы основать компанию Herbalife, я мечтал о том, что мы сможем помогать людям контролировать вес без ущерба для здоровья. И мы не просто подарим им надежду, мы подарим им реальный результат.